Многонациональный врачебный десант в течение 14 дней оказывал высококвалифицированную медицинскую помощь военным и мирным жителям в Донбассе. Республику Калмыкия представляли 3 опытнейших врача: хирург-онколог Бадма Башанкаев, хирург-травматолог Санал Манджиев, врач-инфекционист Арслан Мушараев. В пресс-центре РИА Калмыкия волонтеры и студенты медколледжа встречали докторов как героев. Спикеры рассказали, что вместе с ними на помощь донбасским врачам прибыли также специалисты из Башкирии и Осетии. Круглые сутки они стояли за операционным столом, оказывая помощь пострадавшим. На счету каждого врача не одна спасенная жизнь. Хотел поблагодарить моих дорогих коллег, которые откликнулись на просьбу, личную просьбу поехать и помочь нашим хирургам, травматологам. Мы встретились все в Ростове, пересели в машину, перешли границу с некоторыми сложностями, потому что мы везли с собой очень много оборудования. Каждый вез на себе оборудование, плюс мы, калмыки, не ездим впустую, мы с собой повезли калмыцкую баранину и тушенку. Мы абдоминальные хирурги с Арсланом, мы лечили ранения торакальные, когда в грудь прилетает или в живот. Но самая большая проблема на этой земле – это минозрывные ранения и оскольчатые ранения, которые ломают кости, бедра, размалывают головы. И вот самый большой опыт у Санала, он вообще у нас по хирургии, наверное, один из самых опытных. Вы знаете, в свое время и главный врач, и по санавиации много отлетал в Калмыкии, его опыт там очень сильно пригодился. Каждый понимал, куда направляется, говорят врачи, но несмотря ни на что, они отправились на помощь по зову сердца. Коллеги там, конечно, за 8 лет живут в стрессе, да, как бы и сами врачи, и само население. Ну, это, как говорится, не передать, конечно, словами, да, это надо все видеть, это надо прочувствовать. И глаза тех пациентов, тех людей, которые там, на самом деле они нас ждали, нашу помощь, они в нас верили. Те ребята, которые там работают, я с ними разговаривал, вот, они не уехали оттуда, представляете? А некоторые-то уехали, а остались, и невозможно, конечно, в таких условиях. Представляете, каждый день убивают, каждый день бомбят. Это же невозможно, это стресс каждодневный, страшный стресс. Они это переносят, они в этом стрессе живут. Ну, это еще раз говорят, это, так скажем, стержень, сила именно русского народа. Также в рамках брифинга врачи пообщались с волонтерами и студентами. Речь шла о перспективах самореализации в профессии. Врачи дали будущим медикам советы, основанные на их личном опыте. Здесь мелочей не бывает. Дьявол в мелочах именно. Как ампулу правильно раскрыть быстро, где жгут хранить, какие лекарства быстро смешивать, как вену найти, когда у тебя человек в шоке и так далее, и так далее. Это все. Студентам я хочу сказать, что наш медицинский колледж, конечно, хороший, да, и славится. Вот. Они учатся у нас, студенты, все хорошо, мы об этом знаем. Вот. Ну, самое главное, я так думаю, что надо учиться, на самом деле, изучать то, что нужно для жизни, значит, врача, для жизни медицинского работника. Вас этому учат сейчас. Просто я бы посоветовал более серьезнее, более профессионально относиться к учебе, да, ответственнее относиться к учебе. И я думаю, что тогда вы все будете знать. Да, аж чего-то, если дополнительно что-то хотите, пожалуйста, мы всегда рады. Вот у нас много врачей достойных, хороших. Обращайтесь, поможем, подскажем. Наши врачи в очередной раз доказали, что они мужественные люди, которые выполняют свой врачебный долг в самых сложных условиях и являются примером для подражания.